На территории Туркменистана 32 года ведется тирания и диктатура, которая уничтожает собственный народ путем мягкого геноцида. Правительство Туркменистана тотально следит за гражданами Туркменистана не только за пределами Туркменистана, но и за пределами других стран, а точнее Турецкой Республики. На данное время на территории Турецкой Республики всех гражданских активистов, которые критикуют правительство Туркменистана, тотально начали депортировать. Такие случаи были и в Российской Федерации со стороны Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В эту жертву попал первый из активистов Азат Исаков. Его по жалобе бывшего гражданина Туркменистана и нынешнего гражданина Российской Федерации, а сотрудники, точнее, бывшего Федеральной службы безопасности, был экстрадирован в Туркменистан, где о его судьбе все еще неизвестно. Из территории Турецкой Республики было уже депортировано за этот год Фархат Мейманкулов, Равшан Кылыджев, Давран Иманов, Максат Баймурадов, Умит Кузбаев. Также по телефону угрожает активистке Дурсултан Таганова, которая ведет ликбез о гендерном равенстве. Со стороны правительства Туркменистана ведется жесткий тотальный контроль за интернетом. Точнее быть, те граждане, которые находятся за границей, полностью могут не чувствовать себя в безопасности. Им звонят из консульства и посольства Туркменистана, которое находится в Турецкой Республике, и говорится о том, что если вы наступите ногу не так, вас депортируют в Туркменистан, хотя если у вас даже есть ВНЖ. В этом случае многие правозащитные организации, которые занимаются тематикой Туркменистана, а точнее быть, Туркменский Хельсинский фонд говорит о том, что за пределами Туркменистана вы находитесь в безопасности, и говорят, открывайте лица и перестаньте быть анонимными. Таким образом, они очень много людей заставили выступать публично, и потом они не дают им элементарно письмо поддержки о том, что если они прибудут в Туркменистан, им угрожает жизни и безопасность и даже их родственникам. Такие же деяния делают некий Мурат Курбанов, который объявляет себя народно избранным президентом Туркменистана. Таким образом, когда в мае был арестован гражданский активист Фархат Мейманкулов, он говорил, что он все в безопасности и таким образом не давал никакой информации про Фархата Мейманкулова правозащитным организациям, которые курируют Туркменистан. Таким образом, он без конца до этих пор говорил о том, что он находится на территории Турецкой Республики, и его жизни никакой угрозы не ведется. Спасибо.